Отпетые кибермошенники. Большинство преступных схем основаны на психологическом воздействии. Человеку обещают золотые горы или, наоборот, внушают страх все потерять. В итоге выманивают у жертвы аферы конфиденциальную информацию. Согласно статистике, только за последние 3 месяца в Ингушетии зарегистрировано более 60 преступлений в этой сфере. В производстве у нас находится 51 уголовное дело. На данный момент раскрыто 31 преступление из данной категории. По остальным преступлениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия. В дальнейшем уже планируется направление этих дел в суд. Всего установлено 28 лиц, уже, которые также дела направлены в суд, и уже по некоторым уже вынесены приговор суда, по остальным уже также продолжается работа. Кто на что гораздо. Аферисты совершенствуют схемы. Истории про родственников, попавших в беду, больше не работают. Теперь звонящие представляются сотрудниками известных банков. Но предназначение жертвы в этой нечестной игре не меняется. Под разными предлогами от людей получают личную информацию, включая данные банковского счета. Под предлогом того, что на человека оформляется кредит, то есть оформляет кредит вообще человек незнакомый, то есть ему и надо опередить его, обратиться в банк и получить тот кредит, якобы, который уже другой человек в другом регионе уже получает за него. То есть надо раньше него успеть получить. И после этого получения денежных средств, эти денежные средства должны отправить на резервный счет банка. Вот. Ну а на самом деле они отправляются на счет мошенников. Также часто киберпреступники используют желание покупателей сэкономить. Для этого в мессенджерах и соцсетях создаются группы, где продают товары с большими скидками. Но, как известно, скупой платит дважды. Сотрудникам полиции удалось задержать одну из таких любительниц зарабатывать деньги обманным путем. На нее возбуждено уголовное дело по 30 фактам мошенничества. Человек действовал через социальные сети Instagram, то есть различные страницы создавал под разными названиями, под продажей одежды всякой, якобы оформление, предоставление услуг по организации свадебных мероприятий, и также после перечисления денежных средств человек не выходил на связь. Специалисты советуют никогда и никому не сообщать свои личные данные по телефону, кем бы ни представился собеседник – сотрудником банка, следователем или судебным приставом. Не отвечать незнакомым лицам, то есть которые представляют сотрудником банка. Сотрудник банка никогда вас не будет просить сообщать вам коды ваши, то есть просить вас брать кредит и так далее. Лучше обратиться в отделение банка, просить, если вы уже сомневаетесь, спросить, вы мне звонили, не вы. 99% вам скажут, что не они вам звонили, это мошенники. А также, что касается товаров, заказа товаров в сети интернет, не заказывать, не надо вестись на стоимость. Если вы стали жертвой мошенников, нужно в срочном порядке обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление, предоставив всю необходимую информацию сотрудникам полиции. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.